Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто в вас влюблен? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты. Кто же в вас влюблен? Здесь сразу два мужчины. Смотрите, вот он номер один, а вот он номер два. Два влюбленных мужчины. Ну, давайте разберемся с первым. Первый мужчина очень благородный мужчина, но, к сожалению, не свободен. Не свободен, либо женат, либо у него какая-то другая женщина, с кем он в отношениях. То есть не брачных, а просто вот они вместе, да, они типа считаются вместе. Мужчина сильный, фигура очень красивая, яркий, кстати, мужчина, харизматичный мужчина, работа у него хорошая, работа, такой, знаете, успешный мужчина. Может быть, в сегодняшнем дне он там звезд с неба не хватает, но, тем не менее, крепко стоит на ногах. Такой, знаете, прям молодец. Но тут по девятке явно, то ли вы работаете вместе, то ли вы в одной компании, то ли... Может быть, даже как и по соседству с вами живет. Может быть, учитесь, да, если вы студентка, то, может быть, учитесь вместе. Здесь именно по девятке он у вас проходит. Интересный, симпатичный, очень симпатичный на лицо, такой прям привлекательный. Смотришь на него и нравится, нравится. Лицо очень такое миловидное, красивое. Ну и фигура, конечно, такая, знаете, прям отпад. Ох, ах, какой мужчина. Так, ну что, девочки, видите, рядышком стоит с ним какая-то дамочка. Он большой, красивый, а она такая невзрачная, на пигалицу похожа. Такая, знаете, курочка, курочка-несушка. Так, она его крепко держит за левую руку, либо приклеилась к его левой руке. Приклеилась. А он, знаете, он порядочный человек, он ответственный человек. А она, видно, да, действительно себя строит такой, знаете, типа, я одна пропаду, не бросай меня, люби меня, да, содержи меня и прочее, прочее. Она как тягость ему идет, да, к левой руке приклеилась. К левой руке. А вы видите, а вы чуть подальше стоите. Нет у вас какого-то прямого контакта. То есть нельзя сказать, что вы ежедневно с ним общаетесь. Нет. Он за вами часто наблюдает. Наблюдает как-то вот со спины, сбоку, как-то прям рассматривает вас. Он, знаете, как на вас внимание обратил? Вы что-то кому-то говорили, и он просто вот на голос, да, повернулся на голос. Что-то вы говорили, какие-то слова, как-то правильно, грамотно, четко, вот прям формулировали. И он прям заслушался тем, что вы говорите. А когда увидел ваше лицо, прям присел, бедняжка, присел. Прям образ такой идет. Прям поразили в самое сердце. Он после этого момента постоянно думает о вас, постоянно вас глазами ищет. Смотрит он на свою эту курочку и думает: Господи, ну за что? Ну почему? Почему так все случилось? У этого мужчины, кстати, далеко идущие намерения на вас. То есть планы, намерения. Хотелось бы с вами и ближе познакомиться, и узнать вас получше. Прям произвели на него впечатление. Здесь дороги идут. У вас еще будут моменты встреч, общения, и инициатором будет именно он. Именно он. Кстати, очень деликатный в этом плане. Да, может быть, что-то такое придумает, с каким-то вопросом к вам подойдет. Либо, может быть, вы чем-то занимаетесь, да, какой-то профессиональной деятельностью. Он подойдет, скажет, помощь нужна. Что-то он такое придумает. Придумает тему для того, чтобы с вами пообщаться и в будущем с вами сблизиться. Прям задели его, конкретно задели.
У него к вам очень теплые, такие нежные чувства и такой безумный интерес. Вы ему интересны не только как женщина, но и как человек. Вы очень, кстати, грамотная женщина. Вы умеете четко изъясняться, и какие-то слова вы используете. Слова определенные, которые не используют другие люди. Возможно, богатый словарный запас, возможно, вы много читаете, возможно, вы даже какие-то курсы посещали, да, по развитию себя. И вот это все дало потрясающий результат. Здесь мужчина, кстати, в женском плане гурман. Он не только там красивых выбирает, но и умных. Да? То есть его тянет к умным женщинам. А вы как раз такой и являетесь. Кстати, это большая редкость, девчонки. Грамотно и правильно объясняться. Не, ну здесь все как будто бы только начинается. Только начинается. Как будто бы первая глава вашей совместной истории. Да, это встреча. Да, встреча. Встреча еще предстоит. Вот именно вдвоем встретиться. Все будет брать на себя, все сам будет придумывать, и как будто бы он будет ведущим в ваших отношениях. Может быть, вы даже сразу и не поймете, что вы ему нравитесь. Да, будет вас изучать, присматриваться, пробовать. А по поводу этой женщины, которая приклеилась к нему, пусть вас это не пугает. Он к ней абсолютно равнодушен, он с ней вместе только из-за жалости. То есть жалко, она играет на его чувствах, она, видите, такой несчастный прикидывается, и ему просто ее жаль. Я думаю, он умный, он решит этот вопрос, решит. Пусть вас это не пугает, здесь у вас еще все впереди. И встречи, и знакомства, и общение, ну и признание, все это у вас впереди. Ладненько. Давайте посмотрим на второго мужчину. Второй мужчина – это явно из вашего прошлого. Либо с этим мужчиной вы в сегодняшнем дне вместе находитесь, да, потому что ко мне пришли девочки, которые в паре, в браке. И также, возможно, мужчина, с которым вы расстались. Здесь мужчина отягощенный какими-то проблемами жизни. Возможно, он сам по себе такой проблематичный, постоянно в какие-то проблемы попадает, в неприятные истории, ситуации. Возможно, тяжело ему жить, да, тяжело ему даются деньги, зарабатывает он, например, там мало, либо он как-то трынкает эти деньги, может быть, даже выпивает. Ну, такой немножко неблагополучный мне идет, энергетика неблагополучная. Скорее всего, с этим мужчиной вы либо крупно поссорились и расстались, либо, если вы вместе, то вы часто ссоритесь, как друг друга не понимаете. Такое есть. Но несмотря на то, что есть такие сложности, этот мужчина в вас влюблен и считает, что вы его счастливый случай. Он ежедневно благодарит небеса за то, что именно такая женщина с ним, что вы его такого дурачка рассмотрели, что вы такому дурачку дали шанс на счастье. А знаете, почему он такой противный был, либо стал? Это страх вас потерять. Он ведь не дурачок, он понимает, что он до вас не дотягивает, что вы женщина на миллион, а он так, сбоку припеку. Он это все понимает, и это больно, Вместо того, чтобы развиваться и вам соответствовать, этот мужчина, как говорится, уходит во все тяжкие. Он уходит в ревность, он уходит в злобу, он уходит в это, знаете, прокачивание своих прав. Ну, типа, я мужик, да, у кого штаны, тот и главный. Знаете, еще здесь есть такая опасная тенденция. Либо любой ценой к вам вернуться, либо любой ценой вас удержать около себя. И человек может врать, может придумывать какие-то нелепые истории, ситуации, даже создавать проблемы для того, чтобы вас удержать около себя, либо иметь возможность к вам вернуться. Здесь даже могут быть нехорошие вещи в плане там, запугивания, шантажа. Этот человек мне не нравится. Мне не нравится то, как он себя ведет. Я не могу сказать, что прям плохой, но он как будто бы сбился с правильного пути. Может быть, поэтому вы его оставили, либо хотите оставить. Но он влюблен в вас. Даже не влюблен, он вас любит. Любит своей какой-то странной, я бы даже сказала, извращенной любовью.
которую вы не готовы ни понять, ни принять. Да, она вам и даром не нужна. Это его такая любовь агрессивно глупая. Но у него тут мысли, что никуда она от меня не денется, типа я лучший, либо я ей скажу, что я лучшая, она поверит. Вот я ей что-то куплю, я ей что-то принесу, вот она как яблочко упадет ко мне в руки. Ну, дурак, господи, и мысли дурацкие. Еще он постоянно какую-то женщину слушает. Скорее всего, либо мама, либо бабушка, может быть, сестра. Женщина агрессивно настроена в вашу сторону. И, возможно, даже 50% вот этих обвинений, придирок — это ее наука. То есть она его учит этому. Она его учит. Да, как вас угораздило с таким мужчиной связаться. Скорее всего, вы его пожалели. Либо он со временем скатился и превратился в того, кем есть в сегодняшнем дне. Смотрите, девочки, у него к вам постоянно горит сердце. У одних отыграется эта страсть, безумная страсть, а у других отыграется как агрессия. То, что я говорила, да, ревность, агрессия. Здесь надо лечиться. Здесь хороший психолог, я думаю, поможет разобраться. Ну, если, конечно, он туда пойдет, да, к этому психологу. А так, я не вижу ничего хорошего с ним. Проблема на проблеме, проблема и погоняет. Не в вас проблема, в нем проблема. Но видите, вот они его мысли, что вы вот опять вместе, что все хорошо, у вас там счастье, любовь, морковь, 5-10. И вы послушная. Ему очень хочется, чтобы вы были послушной. Но это ж не про вас. Не про вас. Послушной вы никогда не будете. У вас нет авторитета. Вы сама себе авторитет. Вы против послушности. Вы за взаимоуважение. Это разные вещи. Значит, девочки мои хорошие, ни одному мужику вы уже разбили сердце. И я вам даже больше скажу. Еще в будущем разобьете. Вы очень нравитесь мужчинам. Вы очень манка, очень привлекательная. А еще у вас спит какая-то необузданная сексуальная энергия. Вот прям огонь огненный, страсть страстная. Не знаю даже, как передать это словами. Это что-то невообразимое. Но вы очень такая закрепощенная. Вам нужно что-то делать, что-то менять. Либо проще к чему-то относиться. Очень много наносного у вас есть, как шаблоны, которым вы следуете. Жить по правилам, ну, это не для всех. Не для всех подходит и, в принципе, неинтересно. Попробуйте искать свой путь. Попробуйте пожить не для кого-то, а для себя, в свое удовольствие. Поверьте, вам понравится. Это ваш путь. Так, по поводу вашей личной жизни. В ближайшие полгода в вашей личной жизни произойдут какие-то безумно головокружительные, кардинальные перемены. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но перемены неизбежны. Неизбежны. Перемены будут не только рядом, но и в вас. Ну, рядом я имею в виду там мужчина, да, кто рядом с вами. Но и в вас будут очень серьезные такие перемены. Вы взрослеете, вы становитесь более такой изысканной, требовательной, и вы четко будете понимать, что вы хотите, какой результат. Вы устали вкладываться в не тех мужчин, вам хочется быть счастливой, просто быть счастливой, без всяких условий. К этому вы будете идти, и вы к этому придете, 100% придете. Еще хочу для вас взять подсказочку, совет на оракуле по поводу этих всех мужиков. Ну, либо любую другую подсказку, которую оракулы нам дадут. Просто информация для вас. Давайте я ничего не буду загадывать, просто информация для вас. Вот о чем вы должны узнать именно сейчас. Вот что должны услышать. Совсем не по теме, но тем не менее. Смотрите, говорят, что в ваш дом вхож враг, женщина-враг. Она вхожа в ваш дом, она вам вредит, она вам мешает. Она что-то делает для того, чтобы ваша жизнь
была сплошные облака, и вы знаете, как серпом вас все время било. Она что-то делает. Может быть, порчу на вас делает, может быть, подклады, может быть, против вас людей настраивает, либо мужчину, с которым вы живете, настраивает, а может, она на него что-то сделала. Да? То есть как портит вам жизнь женщина. Здесь карты говорят: борись за себя, борись за свое счастье, и что-то нужно предпринять, что-то нужно сделать. Может быть, нужно чистку сделать, может быть, стоит дом почистить. Ну и опять же, эту женщину выгнать, прогнать из своей жизни. У нее не получится вам навредить в той степени, в которой она желает. Вот просто не получится, никак не получится. За вами ангелы, они вас защищают. Тут тоже знаки ангелов были. Вы, как я сказала, да, на пороге новых крутых перемен в своей жизни. Все, что происходит в вашей жизни, все не случайно. И еще, вам сейчас плохо, и причиной тому вот эта женщина, которая вхожа в ваш дом, которая гадости делает. Это женщина. Это не судьба виновата. Это не какие-то там силы повлияли. Это конкретно эта женщина, которая вхожа в ваш дом. Примите меры и знайте, что вы на пороге очень крутых перемен в жизни. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.